У сыктывкарских родителей детей с ограничениями по здоровью появилась уникальная возможность получить медицинскую и психологическую помощь в одном месте. Дневные группы теперь работают в специализированном доме ребенка. Мамам и папам больше не нужно устраивать марш-бросок по кабинетам массажа, логопедов и другим процедурам в различных учреждениях, а получить все под одной крышей. Это не только позволяет сохранить время, но и нервы. А главное, все бесплатно. Виктория Палкина о помощи, которую так ждали. Где красный? Где красный? Вот давай нажмем. Красный. И на машину Биби, Биби. Интерактивный стол – одно из любимых занятий малышей. Яркое изображение, крупные картинки. Все это помогает развивать и мышление, и память. Впрочем, это не единственная новинка. Оборудование обновили по республиканской программе развития стационара замещающих технологий. Поможет нам повысить компетенции родителей, улучшить детско-родительские отношения. Это оборудование в том числе диагностическое и медицинское оборудование для позиционное оборудование, реабилитационное. Это и кресла для детей с детским церебральным параличом, это держатели головы, это диагностические тесты, это еще планшеты для того, чтобы наши специалисты, коррекционные педагоги могли работать с детьми и заниматься с детьми. Еще некогда закрытое для посторонних глаз учреждение сегодня немного приоткрыло свои двери. Если раньше специалисты занимались только малышами, которые здесь находятся круглосуточно по состоянию здоровья или по социальным причинам, то теперь все это доступно и детям с серьезными неврологическими заболеваниями из благополучных семей. Небольшие уютные группы, режим, как в обычном детском саду. Только кроме занятий еще и лечение. Для зачисления необходимо направление врача. Конечно, нас радует и родители радуют. Наша группа ранней помощи, она взаимосвязана со всеми. И медицина, и педагоги. Мы работаем совместно. И это происходит ежедневно, ежечасно. Здесь говорят, что помощь зачастую нужна не только малышам, но и родителям. Найти в себе силы постоянно бегать по врачам и процедурам могут далеко не все мамы из тех, что воспитывают детей с непростыми диагнозами. Иногда семьи особых детей сталкиваются с тем, что проблемы в развитии ребенка вторично приобретенные. Они связаны с тем, что родители не обладают нужными знаниями, с тем, что у них есть усталость накопленная, они не могут отдавать нужного внимания детям. И тогда воспитатели наших групп помогают наладить эти взаимоотношения через совместное творчество, через совместные мероприятия. Сейчас мы разрабатываем онлайн-программу для поддержки родителей особых детей. И, конечно, для родителей это очень ценная поддержка. В таких дневных группах дети находятся около полугода. Положительная динамика налицо. С полученными навыками справиться в будущем с болезнью детям будет проще. Виктория Палкина, Артем Соколов, телеканал Юрган.